Уважаемые родители, сегодня мы поговорим с вами о том, что каждому из нас, как родителей, не безразлично будущее наших детей, а именно безопасность от различных пагубных воздействий. Наша общая цель – это не допустить распространения наркомании среди подростков. При этом очень важно вовремя обращать внимание на психологическое изменение поведения детей, с тем, чтобы в свое время беречь от вовлечения в наркосреду. К сожалению, на сегодняшний день мы очень заняты на работе, и нам не хватает времени общаться с детьми, уделять им внимание, узнавать, что их интересует, с какими трудностями они сталкиваются. А это очень важно. Иногда достаточно одного упущенного момента, чтобы ребенок попал в капкан наркозависимости. Ваша личная заинтересованность в антинаркотическом воспитании ребенка способна значительно снизить потребление наркотиков среди подростков. Мы хотим объяснить, что только силами правоохранительных органов, врачей-наркологов и учителей эту проблему не решить. Здесь необходимы усилия со стороны родителей. Только тогда совместными усилиями мы сможем достойно дать отпор наркобизнесу и наркомании, так как основную ответственность за ребенка несут сами родители. Поэтому вы должны проверять все сайты, которые поощряет ваш ребенок, знать круг его друзей и знакомых, и крайне важно не оставлять его без присмотра. Сегодня мы, как главный государственный орган по противодействию наркопреступности, хотим рассказать о вреде наркомании на организм подростка, их последствий и способ привлечения их на работу через сайт OLX. Для вашего сведения хочу доложить о наркоситуации в стране и проводимой работе в целом. Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами принимается комплекс организационных и практических мер в сфере профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Особенно их синтетических видов, получаемых в последнее время широкое распространение, в том числе среди молодежи. По поправкам закона о наркотических средствах, вступившим в силу в 2019 году, законодательно закреплен механизм оперативной постановки на учет психоактивных веществ. С этого момента национальный перечень наркотиков дополнялся трижды, в общей сложности 115 новыми наименованиями. В результате под государственный контроль охвачены все известные на сегодня наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. В 2020 году осуществлена ответственность за незаконный оборот наркотиков с использованием информационно-коммуникационных систем. Соответствующие квалификационные признаки предусмотрены в таких составах преступлений, как сбыт, склонение к употреблению, оборот и веществ и инструментов для изготовления наркотиков. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, под действие которой подпадают распространители граффити с электронными адресами наркосайтов и иные действия, связанные с размещением соответствующей информации. Для выявления сделок с наркотиками в интернете и отслеживания преступников, вовлеченных в наркооборот, внедрена разработанная Министерством информации и общественного развития система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме направлять для блокировки ссылки и интернет-ресурсы с признаками противоправных действий. В прошлом году было выявлено более 1600 интернет-ресурсов и заблокировано